Всем привет, меня зовут Ксюша, и сегодня у нас в гостях Лера и Антон. Они расскажут об олимпиадах, как они достигли своих результатов и как вы можете к ним подготовиться. Привет. Привет. Итак, вы выпускники физико-математического класса нашей школы. Всегда ли была тяга к этим предметам? У меня с первого класса. Ну, скажу так же, да. Сложно ли было писать олимпиады? Нет, вообще нет. Они вот подстраиваются же под каждый класс, то есть там типа не больше знаний, не меньше, поэтому как учился, так и напишешь. Был ли какой-то план подготовки? Нет. Нет. То есть вы просто приходили и писали? Да. Всегда ли на высокий балл? Ну, мы чаще нет. становились призерами, победителями, чем, ну, по крайней мере, всегда сертификат был, что мы участники, не знаю. Честно, не какую-то статистику не составляли. А зачем вы участвуете в олимпиадах? Нам говорили, идите, мы шли. Я уроки пропускал. Не было ли какой-то надежды на будущее, типа дополнительные баллы к ЕГЭ? Нет, ну мы знали то, что вот именно те олимпиады, которые нам даются, там прям нет каких-то баллов или чего-то. Именно в 10-11 надо на эти олимпиады ходить, и вот именно вот привузные олимпиады, только тогда дадут баллы какие-то ЕГЭ или вот прям всерос, что-то такое глобальное. Мы ходили на ВСОШ, там, Звезда, там призы могут дать, но не знаю, насчет ЕГЭ не задумывалась. А ты, Антон? Ну, я знал только то, что их балл дают на всеросе, а всерос сам по себе очень сложный. А на остальных так вряд ли что-то дадут, просто для портфолио, для грамоты какой-нибудь и так далее. Поможет ли это, как вы думаете, при поступлении? Ну, скорее всего, да, типа, скорее возьмут нас, чем человека, который вообще ни в одной олимпиаде не участвовал. Даже наш русский медвежонок пригодится, нам кажется. Русский медвежонок — это святое. Вот. Что вам дали эти олимпиады в плане эмоций, призов? Ну, там обстановка такая, как на ЕГЭ. Именно вот что-то такое, какое-то волнение. Поэтому мы прям вообще к этому готовы были. Вот ЕГЭ для меня просто как контрольная какая-то была. Типа я пришла, написала, вышла. Типа вот просто чувствовала себя как на олимпиаде, как типа рыба в воде и спокойно, без волнения какого-либо. Вот это дает, наверное, подготовку. Я тоже привык по 4 часа сидеть и делать что-то. Вот это прям помогло на ЕГЭ. Кто-то вам помогал готовиться к олимпиадам? Наш учитель математики, Святая Степанова Людмила Афанасьевна. Вы писали олимпиаду только по математике, по физике? Нет, политех. Политех был. Еще разные эти олимпиады. Я по русскому языку, допустим, писала. Мы разносторонние ребята. У меня иногда по химии были еще. Занимали призовые места? Да. Призерские, ну не победительские, но так. Третье, второе. Как написали ЕГЭ? Давай, начинай, зайка. Физику на 80 дал. Дальше. Математика 76, русский 70. И химия 56. Достойно. Давай. У меня русский 82, математика 78, физика 66, а английские результаты еще не пришли. Олимпиады послужили как такой фундамент? Ну, вот именно олимпиады по математике, допустим, помогли, вот они как ЕГЭ вторая часть математики профильной. Получается, там практически олимпиадные задачи. То, что мы, по идее, ну вот, если постараться, можем решить. Поэтому пару баллов там урвали из второй части. Но математика сложная, конечно, в этом году была, одни завалы. Вот, допустим, у меня 78, это самый высокий результат по школе, типа. 78, даже не 80, типа. Все. Как-то так. Ну я вообще плохо готовился, только к репетитору ходил. Ну а так лучше, конечно, с 11 класса. Вот сейчас 10 классы, у них лето. Я бы сейчас посоветовал забыть вообще про все и отдохнуть нормально. Вот мои знакомые с 10 класса почти все работают, я не понимаю зачем. Вот сейчас лучше просто отдохнуть, потому что после 10 класса лето это последнее прямо беззаботное полное лето. И лучше отдохнуть и делать, что захочется.
А потом уже, когда 11 класс начнется, лучше, конечно, готовиться сразу, прямо сразу. Каждый день можно вообще по варианту ЕГЭ делать тестовую часть только. Почему-то все часто на вторую часть упор жесткий делают, но лучше прямо отточить первую часть, потому что первая часть дает много баллов, и она всегда идентична, потому что со второй частью может просто не повезти, вот как у нас на математике было, все плохие баллы набрали, и все. Ну, я, допустим, скажу то, что я написала русский на 82 и вообще не готовилась, ни дня не была у репетитора. Я могу сказать, что школьных знаний вполне достаточно, чтобы хорошо написать ЕГЭ. Получается, я вот просто, я не скажу, что я что-то зубрила там, я просто вот для себя понимала, что мне говорит учитель, переводила на свой упрощенный язык, и потом с этого своего упрощенного языка можно спокойно вот обратно на русский перевести. То есть, если слушать учителя действительно, понимать, о чем он говорит, то можно хорошо написать экзамен. Школьных знаний достаточно, чтобы пройти порог точно. Но Антон правильно говорит, да, нужно отдыхать. Вот не надо гнаться за двумя зайцами сразу. Ну, то есть кто-то пытается работать или типа и в школе вот учиться, и потом нагружать себя вот 500 этих брать онлайн-курсов, все это вот приведет только к эмоциональному выгоранию к концу года. Типа ребенок просто будет умирать на ЕГЭ, и вот если слишком сильно себя нагружать знаниями, они наоборот только давят. Ты все равно забудешь все это при стрессе. Надо постепенно, аккуратненько и ничего не совмещать, не гнаться за зайцами. Либо учись, либо гуляй, либо иди работай. Что-то одно. Вы сами не совмещали в плане учиться и гулять? Ну так, иногда гуляли, иногда учились. Как-то так. Конечно, гуляли. Мы же вообще гуляли. Конечно, гуляли. Поэтому и химия на 56. Правду говорит. Имеется в виду прям жесткие загулы, прям вообще ходят же, не учатся, вообще ничего, уроки там могут прогуливать, ля-ля-ля. Типа, надо аккуратненько это. Вот есть свободный денечек, иди погуляй, а вот как-то из учебы выкраивать эти свободные часы не надо. Вот ты идешь на золотую медаль. Было ли сложно совмещать как бы подготовку к Олимпиадам? Ну, ее не было, но все же. Ну, как сказать, да, чтобы получить золотую медаль, не только надо вот все зубрить, надо получать хорошие отношения с людьми, с учителями, чтобы по итогу вам могли дать какой-то вот денечек, чтобы часик уделить вам и исправить оценки, или же дать вам какие-то дополнительные задания. Налаживайте отношения с учителями с молоду, ребята. Вас хотели взять в республиканский Лицей-интернат. Угу. Там был отбор летней школы, проводили зимние школы, и там уже по результатам всяких олимпиад, этих, которые там проводили они сами, там уже отбирали Лучших учеников брали лучших учеников и проводили собеседования, спрашивали. Да, но изначально вот именно это приглашение в РЛИ, то есть вот в лагерь этот летний не всем досталось, вот именно и так уже каким-то ребятам, которые что-то там занимали. Сначала приглашение им, и потом уже отбор второй шел. Там по всем олимпиадам, по всем аспектам. И вот первые там 10 строчек, их прям вот подзывали в кабинет, и все, хотите в какой-то класс, там инженерный, все. Нас очень хотели взять, но... Мы не захотели. Да, мы любим 31-ю школу. А почему именно? Из-за того, что школу очень любите? Или просто не хотите, неохота? Не знаю. Но я не поступил туда, потому что там учатся много, прямо много. Там весь день почти проучиваются и так далее, и еще там коллектив мне не очень нравился. В общем, не наш вайб. Мы такие ребята, аутсайдеры, нам нравится тут. А не проходили ли вы какие-то дополнительные курсы, репетиторство, может, где-то? Именно вот подготовка к ЕГЭ? Или... К ЕГЭ, к Олимпиадам? К Олимпиадам я никогда к репетитору не ходила. Вот. А к репетитору я ходила к ЕГЭ один раз, вот 3 раза на физику, все, типа 3 консультации было, я больше не ходила, я после Нового года забросила. Я к физике готовился с репетитором с февраля, каждую неделю по 2 часа.
И больше все, никогда не ходил к другим репетиторам, никак не этого. А расскажите поподробнее про ВСОЖ, Всероссийскую олимпиаду школьников. Ну, про другие олимпиады, звезда. Да, СВОШ, не все в основном одинаковые. СВОШ, он дает балл только в ОСФО, это я знаю. Мгм. Всерос, если победить, там дают, по-моему, баллы и деньги. Ну, там есть шанс поступить в этот... Ой, господи, как он называется? Ну, в общем, в крутой московский университет. Я не помню, какая еще олимпиада была, но она давала 100 баллов, если ты набираешь. Если ты побеждаешь там и набираешь 80, тебе поднимают до 100. Мгм. Какие у вас планы на будущее? На кого поступать хотите? Куда? Я вот посмотрела свои результаты ЕГЭ, я в целом набрала 226 баллов с физикой. И решила закинуть удочку далеко. Посмотрела университет Баумана. И там я прохожу по нескольким специальностям, которые мне нужны, допустим, электроэнергетика. На бюджет именно прохожу. И что это? Да я много там не смотрела, вот именно на энергетику хочу где-нибудь поступить. У меня тоже 226, если все собрать. Я до ФУ хочу поступить. Специальность пока еще не знаю, на инженера какого-нибудь. Я мог еще по химии куда-нибудь поступить, но химию я плохо написал, поэтому придется инженером стать. Так грустно звучит. Нет, серьезно, вот я сейчас пока решила поступить хоть в какой-нибудь вуз на бюджет. А потом, если я передумаю, пойму, кто я там по жизни, я же могу перепоступить, так как баллы ЕГЭ действуют 3 года. Я спокойно смогу переступить на то направление, которое мне нужно, а сейчас я просто на бюджете посижу, вдруг мне понравится. Вот так. Я по такому принципу выбираю. Я в хорошие вузы подам, куда возьму, туда приду. Ну, вообще, мало кто работает по специальности. Если так, вот. Моя мать не работает по специальности. Из всей моей семьи у меня только, по-моему, тетя работает по специальности, потому что она врач. И все. Есть какие-нибудь наставления, напутствия для будущих участников олимпиад? Главное вот тренировать усидчивость. То есть, если что-то не получается, оставьте на потом. Типа сделайте то, что можете, а потом вот вернитесь еще раз к этим задачам и потратьте все время, которое у вас есть. Потому что у меня много раз так было, то что я такая: о господи, какая сложная задача, я ее не смогу сделать. Потом типа просто лежу, вот отдыхаю 15 минут, потом такая: а я так еще не пробовала, типа, и делаю вот этим способом, и она решается, и все. Типа вот есть же люди, которые вот не получается, все уходят, типа раньше назначенного срока. Допустим, Олимпиада 4 часа, они уходят там за 2, там 30, все. Типа, а могли еще там 7 баллов лишних урвать. Вот. Надо сидеть до конца. Что на ЕГЭ, что на Олимпиадах. Это святое дело. Пока из кабинета уже не выгонят. Да. Нет ли какой-то визуализации себя в будущем? Кем вы себя вообще видите? Ну, я вижу себя на Lamborghini, еду по ночному Лос-Анджелесу, в свой пентхаус. А вот как к этому добиться, еще не визуализировала как-то. А ты, Антон? Я себя не знаю еще. Не было ли детских мечт в плане «хочу быть космонавтом»? Я хотела в детстве быть ветеринаром, потому что у меня бабушка была ветеринаром, и все. Потом я захотела быть инженером, потому что у меня тетя инженер. Но я такая девочка впечатлительная. Я хотел быть летчиком, но летчиком я точно не стану, потому что у меня зрение плохое. Поэтому можно пойти инженером в аэропорт. Если у вас плохое зрение, идите в инженеры. Красно-синим проводом, главное, не перепутайте. А ты хочешь, возможно, ты хочешь быть поближе к самолетам из-за своей мечты? Ну да, можно, думал пойти на аэроинженер, по-моему, это так называется. Они много зарабатывают, между прочим. Даже у нас в Якутске. Я тоже по зарплате смотрела. Энергетики сейчас тоже много зарабатывают. Вот именно которые... Но лучше на нефть не идти.
там, где энергию из нефти добывать, это скоро все умрет. Типа это вот сейчас даже типа бессмысленно идти на бухгалтерию или что-то типа такое. Эти специальности скоро все канут в лету. Бессмысленно что-то там пытаться. Только время потеряете на учебу. Лучше смотреть вот серьезно по актуальным профессиям сейчас, что нужно, а не просто, не знаю, типа, ну, стану, не знаю, там, менеджером, типа. Ну почему ты же все-таки пошли в физико-математический класс? Не копались в прошлом? Если честно, я не знала в 4 классе расшифровку физмат. Я не знала, что такое физика. Я думала, физра и математика, если честно. А я ненавижу русский язык. Если ненавидишь русский язык, иди в математику. Ну да, Химия. Как тебе? химия нормально, только там зубрить нужно, а мне не нравится зубрить. Больше нравятся такие, где все можно решить логикой просто. Мгм. Также совет, чтобы типа хорошо писать, типа, не нужно ничего зубрить, нужно именно понять материал. Если человек, который вот зубрил, не факт, что он понял, типа, что он сказал только что. Типа слово слово сказал и ничего не понял. Легче вот понять, что эти там слова значат, и вот себя на более легкий язык перевести. Тогда все это так вот по логике. Помогала ли логика в олимпиадах? Конечно, там без Конечно, логики вообще да. никак. Там Там только именно так. разные пути решения надо знать, что-то это, типа, вот смекалочку проявить. А можно вот так вот, а можно вот так вот. И вот без этого, наоборот, без логики, без смекалки не написать. Надо вот гибкий ум иметь. Так прямо, Можно анекдоты писать. да. Может, помните вашу первую олимпиаду? Эмоции какие? Не, у меня еще в началке было, я не помню. Я тоже не помню. Прям первую серьезно. Не русский медвежонок, ну, он святой, но ставим его. Там раньше было, что там русский медвежонок, кит. Кенгуру был. О, Кенгуру. кенгуру, да, правильно. Я 4 место занимал, между прочим. Какой-то там. По России, нет, по республике 4 было, по-моему. У меня русский медвежонок первое место в школе было. Добивались не каждый. Расшифруйте свое имя. Антон. Антон. Н не готовился. Т. Тема. О. Антон. Н. Неплохо сдал. Зато теперь мы выяснили, почему у тебя проблемы с русским языком. Что там раньше, в 2013 модно же было расшифровывать? Типа А — аристократичный, Н — неповторимый, Т — теплый, О — оранжевый, Н — что там еще? Невоспитанный. Я расшифровала его имя какое. Теперь свое. Л — любимая, Е — единственная, Р — рискованная, А — артистичная. Как он? А расскажите про свою внешкольную жизнь. В плане, ходите ли на какие-то кружки дополнительные? Ну или ходите когда-нибудь? Я плавал. Занимался спортивным плаванием несколько лет. Потом наш тренер ушел, и я забросил все. Больше ничем не занимался. Ну, а я пробовала себя вообще везде. Я ходила на якутские прыжки, на дзюдо 8 лет. Потом я ходила на вокальный кружок, ходила на плавание также в Чолбон. Ходила еще на бокс пыталась. И вот сейчас, с 17-го года, что ли, я состою в медиацентре 31 кадр. Вот. Почему в медиацентр вступила? Потому что у меня была подружка Саина Онвнол, и она как бы вот рассказывала, как там все интересно, там можно зайти чай попить.
можно там познакомиться с кем-то. Я такая, ну, я стесняшка такая была, и она меня заставила. Ну, то есть я хотела, и она мне говорит, давай, типа, и вот по связям, короче, к Дмитрию меня как бы назначила мне встречу. Я встретилась и вступила. Все. Чем ты занимаешься в свободное время? Гуляю. Играю. Во что играешь? В страшные игры. Плохие. Five Nights at Freddy. Я играю Brawl Stars. Швейк. Я сижу в ТикТоке, как видите, все свое свободное время. Я знаю все тренды и все звуки из ТикТока. Как прошел выпускной? Я не получала аттестат еще, потому что мне дадут только после результатов английского языка. Ну, у нас очень эмоционально прошло вручение аттестатов. Все у нас тут расплакались. У нас одноклассник написал стих, посвященный нашей классной руководительнице. И она тут, вот, сдерживая слезы, стояла до конца, до последнего слова. Как планируете отметить выпускной? Мы поиграем в шахматы с Антоном. Вот газировочки возьмем и чипсов. Да. Даже можем разгуляться, можем мармеладок взять, наверное. Порешаем задачки по физике Да. последний раз. Да, все ростные задачи вот прошлых лет порешаем. Да, обсудим ЕГЭ. Угу. Мгм. Порешаем задачи, которые на ЕГЭ не смогли решить. Да, Да, вместе и решим. разойдемся в 5 вечера по домам. Ну, можно гульнуть до 6 остаться. Не, ну это вообще уже. Вот они, олимпиадники. Какой опыт вы взяли из школьной жизни? Из школьной жизни. Ну, я, например, взяла это, как сказать, намотала на ус, то, что надо вот со всеми налаживать отношения, потому что в любом случае когда-нибудь оно тебе понадобится. За 11 лет точно в школе понадобилось. В жизни это явно тоже пригодится. Налаживать отношения, не знаю даже, особо ничего не зубрить. И давать себе время на отдых. Тебя чему не научила школа? Я списывать научился. Жизнь. Вот мы и обсудили актуальные темы, ЕГЭ, выпускной с Лерой и Антоном. Спасибо, что пришли. Пожалуйста. Пожалуйста. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!